Вот такие хлебцы. Хлебцы. Да. Сейчас подожди. Попробую, дам тебе. Интересно, съест или нет. Ест. И не ест. Смотри, лапы мерзнут. Чай? Чай. Так-то я ему уже хлеб давал сегодня. Потом нормальный обед будет днем. Да. Сейчас такой завтрак. Вроде есть. Срок годности истек, ребят. Да, и... Ну что. Вкусный. Чай. Грызи. Вот здесь у меня долго уже лежал вот тут в коробке. Слушай, мне еще майонез тут. Кусок сала вчерашний, соль там. Вот здесь остатки хлеба еще много. Ну, пускай ест. Так, у меня тоже пельмешка готова. Пельмешки с пешки. С маслом наверну. Это я сейчас воду надо слить. Вот они какие. Все. Пельмени закончились 2 раза. Вот одну пачку 2 раза приготовил. Воду слить, масло добавить и завтракать. Вчерашнее место я озвучивал с другого берега уже. Когда я вот утром вчера я здесь шел, вот там я услышал косачей. Но их не видно было. Очень плотно вот такая вот с сучьями. Ну и без очков. Я не увидел никаких черных пятен. Как взлетели, вот так они полетели потом. Сегодня их тут нет. Уже в другое место куда-то улетели. Он меня оставил. Бежал. Зайчишки. Один заяц бегает. Опачки. Что-то кого-то залаял. Или на реке кто-то. На реке. Погнал. Выдрано, почувствовал, что-то там начал пищать. Стремительно меня обогнал и пошел. Но и следов я тоже пока не вижу. Кого-то чувствует. Че там кого там увидел, услышал? Просто так он не бегает. Чувствует, но не понимаю. Кого? Вот, ребят, кого тулан лаял. Он по реке ходил, а на берегу буквально 30 метров, где я стоял, лошади были, лежали. Вот. И сейчас уже начали бежать, убегают большими шагами. А тулан до сюда еще приходил, здесь облаял. По пути мне прям по моей лежне идут. Пару штук тут есть. Да, вон мои
у собаки следы. Здесь бежали. Здесь кормились ночью. Тулан здесь он. Не может подняться. Здесь они кормились всю ночь, ребят. Всю ночь. И там лежали на повороте. А мы вот сейчас их подняли, и они убежали. Тура! Свежие они. Только вот прям передо мной убежали. Давно не видел их. Зимой тут. Надо как-то лок, Он не может подняться, блин. Берег крутой. Ладно, пойдем. Где-то они стоят тут. Они еще будут стоять. Меня как увидят, стартанут потом. Они еще меня, наверное, не видели. А может, слышали уже мой разговор. Он не может подниматься. Лох? Блядь, куда туда-сюда ходит? Помочь, не понимаю. Лок, тача, лок. Он верный. Лок тула. Лок. Сейчас протопчу ему дорогу. Лок, тача. Лок. Погоняешь каких? Лок. Каймон. Вот и все, спасли. Сейчас послушаем, как он будет работать площадь. Теперь он встал на след. Пусть побегает. Ой, повернули направо. Нам не по пути, ребят. Мы по своему следу пойдем. Ну, Тулан пусть пока побегает за ними. Вон Тулан догнал меня. Но где-то по следу он ходил примерно минут 20, наверное, не больше. Вернулся, он беспомощный, не может ходить. То нет. То нет вообще, капец. И для собак, конечно, зимние походы. Только возле избы и все. По лесу не побегаешь тут. Самому тяжело ходить, и он тоже. Вот так. Параллельно реке иду. Следы там. Та норка, она бежала там. Бегала. И все. Зайчих следов тоже тут нету никаких. Тишина. А птиц, даже рябчика вообще как-то странно. Вообще рябчиков нету. Глухо.
Туда. Глухо. 3 капкана проверил, пустые все. Следов тоже куничих нету. Вдоль реки вообще не обитают. Посмотрим, что дальше будет. Самая большая надежда была на этот капкан. И он тоже пустой. Вот это да. Это предпоследний. Еще получается один остался. И еще. Пустые сегодня. И тут никого нет. Фух. Очень не хотят, тут следы были. Помьеты у куниц. Все было. Да. Нет, так нет. Ничего страшного. Рассказываю, что у нас тут нового. Дошел до последнего капкана. Вообще по нулям. Сегодня вообще ничего нету. И вот сейчас, когда наживлял капканы, мне казалось, я прошел нормально, далеко уже. И сейчас вот уже как бы не задерживаясь, я иду. Зачесы не делаю, капканы не настораживаю. И я это расстояние быстро прошел. И вот между капканами расстояния тоже очень большие. Надо еще добавочно поставить. Это во-первых. Во-вторых, надо еще дальше сходить, потому что вагон времени у меня сегодня еще, а у меня уже все это последний. Вот. Тулан здесь, все обледенело у него, лапы грызет, как сухари. Я пью чай. И такие мысли пришли в голову. Вот сейчас я шел здесь, иду и думаю, а зачем я буду до завтра оставаться? Еще у меня вот здесь я уже все проверил. Получается, вчера проверил, от бурана тоже все проверено. И еще от избы осталось, наверное, 4 или 5 капканов. В другую сторону еще сходить. Я сейчас пойду в избушку, поставлю тулана и схожу налегке быстро тоже, как бы, даже рюкзак. Ну, рюкзак-то возьму, конечно, с собой. Я быстренько схожу, еще эти 4 капкана проверю. И думаю, у меня еще останется время. Еще по светлу я дойду до бурана. Потом уже можно поехать обратно домой. На сутки еще сюда оставаться ради 4 капкана как-то смысла тоже не вижу. Вот. А насчет лосей, интересно, конечно, вот такой вот момент вот получилось. Я их, к сожалению, не видел. Да я и не ожидал этого. Потому что от избы, если напрямик, буквально 200-300 метров, наверное, ну, если по навигатору напрямик. А ниже на 2 поворота лошади лежали. Просто лежали они. Кормились ночью, и с утра они до обеда лежат. Потом в обед опять встают и начинают снова кормиться. А тулан начал лаять, я на тулана смотрю, вам снимаю. А лошадь, наверное, на нас смотрели. А может, от собаки сразу дернулись. Вот. Но факт, что вот где вот я снимал тулана, буквально 70 метров, наверное, или даже 50. Какой 70? Да, 50 метров максимум было. Лёжки вот, которые я увидел. И потом уже я вам включился, где они, как сказать, уже начали бежать. Я увидел следы. Вот. Ну, это и не впервые, но уже года 3, наверное, чтобы вот зимой здесь. В прошлом году вообще следов не было, позапрошлом тоже не было. 2 года совсем зимой не было лосей. А вот в этом году, ну сейчас вот севернее от нас, ну, там вырубают лес. И может оттуда сюда перешли. Возможно так. Но у них это как бы стихия, дом здесь, где захотят, там и живут, там и ночуют. Сегодня здесь, завтра там. Сколько они сейчас будут бежать, не знаю.
Но они дернули все, уже они начали убегать. Пошумели там с туланом. Лаял, конечно. Я тоже думал, там выдра, запах выдра. А он чувствует запах. Как-то вот запах, наверное, знаете, ветром или чем-то с берега на речку вот этот запах лосины пошел. Он запах схватил и побежал на этот. А ему прямо бы побежал, он прямо на лосей бы попал. Вот тогда бы интереснее было. Он начал там шуметь, гум-гам. Я думаю, что там может быть. Но он не может бежать, что потом поделаешь. Снег не держит. В следующий раз собаку не буду брать. Ну нафиг. Одно мучение только ходит там не может. Беспомощный. Наст будет, вот тогда и буду собаку брать. Вот тоже вот сидит на цепи в вольере или еще там будка лежит. И жалко тоже. Вот надо с собой брать. С собой возьмешь, никуда не может ходить. Вот такие дела сегодня. Пустые мы. Ни одной куницы нет. Бля, такие места здесь. Вот именно здесь я думал, что попадет. Но еще осталось как бы 20 дней. Надежда есть. Надежду не теряем. Они тоже целыми сутками бегают, может еще и пройдут. Но следов вообще нет. Посмотрим, что будет дальше. А я сейчас погнал обратно на избушку. Там уже подумаю, что дальше делать. Сегодня уехать или же на ночь еще до завтра остаться. Так, следствие вели знатоки. Короче, вот мои следы утренние, я имею в виду. И лоси уже тут от нас убегали. Давайте, вот этом пяточка они и были. Вот тут. Давайте вот посмотрю. Лёшку примерно. Сколько штук их было. Для интереса, вот одна лёжка я уже вижу. Вот, они, вот отсюда она не дернулись. Вот следы. Вот там еще. Рядом 2 штуки лежало. Вот. Прям 2 штуки. Вот. 2 штук. Идем дальше. Интересно же. Все равно интересно. Вот такие моменты я люблю, вот, скажем, по следам ходить. Тут еще какашки. Но возможно они тут лежали, потом встали, где-то еще лежали. Но факт, что 2 штуки. Вот здесь след пока идет вон туда. Они там лежали, кормились. Но это, думаю, не конечная еще лёжка. Вот тут на пяточке в этом они жировали, конечно. Основная лёжка. Думаю, вон там, где вот тулан лаял. Тут они просто ходили, кормились еще. Я думал, больше 2. А тут... Так. Ох. Там тоже лёжка. Только кормились они. С берега ходили. Нет, от нас они чуть там, наверное, лежали. Здесь себя ведут. Это просто они ходят, кормятся. Смотрите, как везде зигзагом ходили. Сейчас дойду. Именно то место, где они от меня уже, от нас убегали.
Ну, примерно, как сказать, вот, если так посчитай, лыжи скрипят, вот здесь еще все, они спокойно ходят, вообще спокойно, просто идеально. Вот тут нам они лежали, сейчас вот считай, лыжи у меня так скрипят. Дальше собака начала лаять. Я там болтал еще. И это примерно 10 минут прошло. Вот здесь они где-то были. Вот. Тут собака, здесь еще кормил. Вот. Здесь уже они убежали. Вот. Вот отсюда уже начали бежать. Вот. Все понятно. Здесь, это я сейчас 100% скажу вам, сколько штук их было. Вот смотрите, пихту ели. Пихтач. Один большой след. Здесь еще спокойно, но уже... А нет, это тоже уже... Как бы говна в разные стороны разлетелись. Вот тут они, наверное, были. Батарейка разряжается. Вот здесь они. Так. Видите, как здесь махом уже бежали. Вот одна лёжка. Один. Мощный. Так. Одна лёжка. Вот вторая. Неужели только 2 штуки? Вот вторая. Здесь поменьше. Вот, ребят. Вот собака вон там лаяла. Я с поворота вдоль берега так шел. Они отсюда уже меня услышали. Это, считай, где-то метров 300. Они уже начали. Ну вот оттуда, если уже так ждешь когда-то вот на охоте примерно. Я смотрел просто под ноги там. Ла-ла-ла, иду. Они уже вон там меня заметили, мой скрип лыж. И они стартанули. Хоп-хоп. И убежали. Потом мы дошли до сюда. Начала собака лаять туда-сюда. Запах услышал. Тулан начал лаять. Собака лает, бегает туда. Я еще там постоял. Минут 4, наверное, снимал вам. Опять там уже, считай, сколько времени ушло. Они уже газку дали, знаете сколько. Вот. Какой там съемка может быть. Нас не догонят. Крикнули и убежали. Короче, как понял, здесь теленок. А там след крупный. Самочка с теленком. Вот так. 2 лося были. Я думал 3. Две штуки. Вот там лежали. Там лежали они, ночью кормились. Потом они встали с утра, еще кормились. И опять легли. И мы их подняли. Вот и все дело. 2 штуки их, ребят, было тут. 2. Этот здесь побольше, смотрите. Намного крупнее след. Здесь самочка. Видно. А там теленок. Да. Больше нет. 2 штуки. Вот такие мы следопыты. Ну, зато показал, верно. Здесь это зимний. Много раз я вам показывал осенью, и лосей тоже пытался что-то где-то показать. А здесь уже получается по зимнему все. 2 штуки. Ладно, идем дальше. Немножко уже осталось до избушки. Вообще рядом, если здесь напрямик пойду, ну, максимум 300 метров надо. Так, ребят, избушка топится еще. Нормально. А, то ладно. Сейчас тебя накормлю, парень. Вот. Ща.
Хватит на сегодня. Что-то не нравится, смотри. Сухари полностью грызет, а это, ребят, говорит о том, что химия тоже. Да? Химию не ешь. Так. Отлично. Отлично. Время, ребят, без доски 5:12. Нормально. Нормально. Чай попьем, да? Дальше пойдем. На обед, ребят, у меня шматок сала. Мерзлое, даже ножом резать невозможно. Как каменный. С утра пельмени я съел. Надо посуду помыть. Чуть позже. Сейчас я буквально чай выпью и дальше побегу. Собаку уже посадил на цепь. Пускай сидит. Там проверю я еще 4 капкана. Примерно если до 3 часов со сборами, если я успею, то поеду. Вот. Еще на крышу надо залезть, там снег убрать немножко над трубой. А остальное уже следующие походы, уже без охоты будет там. Ну, чисто на рыбалку буду приезжать. Или же просто вот там снег убрать или еще. Дрова надо заготовить, тоже надо приехать. На заготовку дров приеду. На технике, чтобы вот это сухие дрова сюда перетаскать. Вот. Тогда уже и снег с крыш можно там почистить. А сейчас пока не к спеху. Успеется. Вот. Ну, примерно так. Вот такой день проходит, ребят. Сегодня пустой пока вообще. Ни одной куницы не попало. Странно. Вот это для меня странно. То, что вот где я надеялся, на самое надеялся, там наоборот ничего не получилось. Там ельни хорошие, мощные деревья. Я думал, там живет там куница. Да нет, не всегда так получается, как хочется. Есть, ребят. На третий капкан попал. О, так тяжело идти. Или не норка, что-то непонятное. Или съели его. Тут, наверное, мыши поработали. Вот, ребят, смотрите, какой зверек. Больше горностая. Факт, что это не горностай. Осенью тулан у меня собака ловила. Ловил-то есть. Что-то хрен пойми что. Очень вонючий, как и горностай. У горностая вот здесь вот задняя часть очень вонючая. И стараемся мы, охотники, снять шкуру с головы. Вот так. Вот эта часть в последнюю очередь потом. Хвост. Да, ребята. Такой зверь. Пишите, комментируйте, что это может быть. Вот. Хрен пойми. Хвост тоже. Как бы без шерсти. Вонючий. Фу. Такой вот. Первый раз такое ловлю. Попало. Проверил все капканы до последнего. Все, больше не осталось. Но никого не было больше. 4 капкана тут. Вот этот колумук, наверное, как-то называется, этот зверек. Похож на чуть больше горностая. Вот.
И вонючий такой же, как горностай. Возле последнего капкана начинал что-то там говорить. Аккумулятор сел, ну и нафиг, думаю. Не буду больше снимать. В общем, я уже на крыше. Вот. Смотрите, сколько снега. Вот за трубой убрал. Если вдруг резко оттепель придет, там бывает и, знаете, вот сегодня минус 20, а завтра или через неделю может там плюс 5 быть. И разом этот снег с крыши уйдет. А чтобы полностью убирать, у меня сейчас времени просто нет. Надо мне собраться и уже к бурану идти. Другой раз и тут уберем. Вот здесь эту крышу уберем. А эту крышу можно, в принципе, оставить. Она сам тоже уйдет. Но если сам этот снег упадет, мыши 100% на амбар залезут. Потому что этот снег вообще упрется там об бревна в сруб. А баня там толстая крыша. Ничего страшного нету в нем. Вот. Ну, здесь немножко убрал, хватит. Погода, уже солнце вон как где. Не, надо, ребят, собираться. Болтать по пути. Как буду идти уже к бурану, еще включусь там. На улице 15 градусов. Минус 15. В общем, 2 часа дня. Я уже собрался. Все убрал. Тетради написал сегодняшний день. Все как происходило. Портянки повесил. Я в тайге всегда в портянках. Вот там висит. Это не тканка. Он как бы более устойчивый, износостойкий. Вот. Правильнее. Вот. Все чисто, порядок. Ладно, изба, давай. До новых встреч. Спасибо. Было тепло. Классно. Тут больше делать. Ну вот, как сказать, дровишки на одну затопку оставил. Пока хватит. Тут больше делать нечего, ребят. Вот. Рюкзак буду нести. Вот это дело. Там привода остатки остались. Это уже куда-нибудь в сторону от избы выкину. Потому что здесь уже вонючее все это оставлять для медведей не стану. Подальше, где-то с километр отнесу, там выброшу. Вот. А в остальном все классно. Это старые сухари изгрызли мыши в отвее. Там висит, пока так оставлю. Ну, это в любой момент я собаки могу накормить там. Пусть не забудет. В кладовку закрыл. Лопату оставляю. Там вторая лопата и топор, все оставляю, конечно же. Вот. На одну ночь смысла не вижу, ребят, оставаться. Просто лежать тупо как-то не хочется. Я лучше в следующий раз, может через неделю приеду. Уже, ребят, на толкаче попробуем на мототолкаче приехать. Если все хорошо будет уже на мототолкаче, надеюсь, доползу я до избушки. Вот на буране 2 раза, ну, никак не получилось. Если постараться, можно, конечно, но вот просто вот не хочется мне буксовать. Там из снега там вытаскивать буран, проедешь 10 метров, опять буксуешь. Мне это уже где надоело. Когда не едет буран, лучше оставить и пешком дождаться. А будет снег, когда он поедет, просто полетит. И с удовольствием можно, конечно же, гонять, груз привезти, любой там стройматериал, там еще что-то там, дрова заготовить. Там. Дрова, в принципе, они есть еще. Но надо заполнить этот ряд и этот ряд еще. 2 ряда, чтобы запас было. Это все еще у нас впереди. Еще будет, ну, этот февраль, может в феврале 1 поход будет. Потом уже март, там более интереснее уже уплотнится снег. Вот тогда можно заготовить дрова, приехать. Март и, ну, где-то до начала
апреля. А в апреле уже не надо надеяться, что там вот по насту приеду там. Ребят, сейчас весна быстро приходит и резко может все измениться, растает снег, лед откроется там в начале апреля. Апрель уже не надо на апрель надеяться. В марте все дело надо сделать в марте. Дрова, вот это все. Если что-то надо привезти груз там, рубероид, еще что там. Но в принципе мне ничего и не надо пока. Все у меня как бы все под контролем. Все в крыше отремонтировано. Здесь тоже беседка отремонтирована. Здесь у меня шифер сейчас. Вот. Насчет бани не знаю. Вот хочется, ребят, просто эту баню мне разобрать, на дрова спилить и все. И вот куда-нибудь вот сюда. Вот прямо вот сюда куда-нибудь сделать. Знаете, вот такой каркасный сруб. И 2 на 2. И из досок прибить. Печку поставить, нарыв сделать. Что там я 5 минут моюсь и все. А ухаживать за этой баней уже нижние венцы уже начали гнить там. Поднимать там, ну я не знаю. Ой. Да и мне баня не нужна, честно слово, баня не нужна. Раньше, да, охотился. Что-то и баню хотелось, и охотился там, приехал и все, там живешь там долго. А сейчас нет. Сейчас уже как бы купил все и хороший мотор. Раньше такого не было. Там мучился с этим ветерком, там доехать бы лишь бы как-то. Сейчас моторы продают хорошие. Можно на трицикле там приехать. Пускай далеко пешком, но все равно можно чаще приезжать. Приехал, недельку пожил, пошел там дома помылся. И вот этот уход, там постоянно что-то ремонтировать, что-то там падает. Это там только на крыше рубероид, это уже, наверное, износились там. Ай, ладно, пойду. Пойду я до Бурана, и уже надо ехать. Смотришь, и стемнеет. В общем, все хорошо, ждите новые фильмы. Еще, как бы пока снег лежит, приедем, посмотрим, как все будет. Так что не спешите отписываться. Дошел до Бурана. Снегоход стоит. Да. Так, ладно, сейчас я загружаюсь и начну уже ехать. Там, знаете, когда ехал, поднимался, помните, в одном капкане белка попадалась и куница сожрала. Возможно, еще эта куница подойдет. Прошло 2 дня. Интересно, попадет или нет. Вот. Если нет, так в следующий раз точно она подойдет еще. Нормально. Пока шел, никого не видел. Лунки были. Между прочим, косачиные лунки вот в таких местах. Прям вот возле Бураницы, здесь недалеко. Они лунятся в гуще тайги. Не на полях где-то, не на дорогах старых, не на волоках, а именно в гуще леса. Где не ожидаешь, где их не подозреваешь. Может, из-за того, что морозы давят, или прячутся хитрые. Вот так. Так что вот идешь, вот нету птиц. А стайка есть, но они их даже не видишь. Вот в таком месте они, может, кормятся и обратно ныряют. На них не попадаешь. Все равно стараешься ты идти по просекам, если есть возможность, по дорогам, вдали реки там где-то, мимо болот,
пытаюсь найти вот глухаря или косачей. Тоже обычно на болотах они лунятся. А они вот где. Вот так. Ну, может, это стайка то же самое, что вот возле избы видел. Вот. Ладно, едем. Самое муторное — это переодевание, блин. Все замерзло. Наколенники. Все. Пришло время утепляться. Колени начали болеть. Защищаю как могу. Вот. Все мерзлое, блин. Видели, как переодеваюсь легко. Пришил молнию на весь рост. И все, обувь не надо раздеваться. Да, кемарит планчик. Вот и все. Потихоньку, помаленьку будем ехать. Стекло я оставлю. Пила нужна там спилить. Сейчас проедем. Вынужденная остановка. Блядь, что-то мне право начало тянуть. Смотрю, блядь, два катка перевернулись. Обычно один переворачивается, а здесь два. Вот оно. Сейчас на бок его надо ложить. Обратно на место поставить. Хорошо, это средний и задний. Передний очень сложно поставить на место. Там через бревно проехал, вот там и наверное. Короче. Ладно, сейчас разберемся. Первый раз, когда вот когда
В марте, наверное, я покупал буран. И уже к весне дело шло. В марте или в начале апреля. Короче, тоже я на первый избу поехал. Ничего не понимаю, первый раз за рулем. У меня каток так тоже развернулась. Перевернулась уже. Я это и не знал, не понимал. Не знал, что надо смотреть за катками и всем таким. И весь путь я, короче, у меня направо едет и все, направо едет и все. Не догадываюсь посмотреть каток. Я стою на левой стороне, рулю там. И из-за того, что вот не прямо руль держишь, а вот так, изогнуто вот так вот стоишь и руль держишь, у меня руки так заболели, капец, я даже на капельнице ходил. Вообще суставы там вообще, я не знаю, что творилось. Вообще рука беспомощная стала она, из-за того, что я весь путь так ехал. И сейчас тоже что-то я вправо тянет и все, не понимаю, что за фигня. Все ясно. Так, вот она система такая, бля. Сколько колес тут у бурана. Так. Умудряются перевернуться они. Вот так вот. Посложнее. Пошла. Все. Все. Все на месте. Едем дальше. Это уже в сторону ручья буду ехать сейчас. Как идет, вот, видите, он туда, и сюда поворачивает, и здесь уходит. Вот, представляете, я думал, там проходит ручей, и я заехал вон туда в прошлый раз. Было сложно. Все, ребят, остановился, чтобы еще два слова сказать, что я заканчиваю сегодняшний поход. Этот поход, который был, получается, 3 дня были в лесу. Поход хороший. Удалось поймать 2 куницы. Следующий поход, когда будет, уже буду закрывать капканы. Примерно через дней 10-15. Также съездим, быстренько закроем и уже все. Больше уже охота до весны не будет охоты. Потом весенняя охота на уток, на гусей. И будем ждать очередную осень на боровую птицу. Это с 15 сентября примерно я начинаю уже охотиться на рябчиков, на глухарей, ну что попадет.
Вот такое кино. Я уже выехал на трассу из леса. И здесь уже буду шуровать. Да, и снимать больше нечего. Как я буду жужжать там. Вам, думаю, даже и многим не интересно, как я смотрю в комментариях. Некоторые с удовольствием смотрят покатушки на буране. Некоторым вообще не нравятся. Люди все разные. Сейчас я буду заправляться. Топливо заправлю. И уже не останавливаясь, наверное, будем пилить, ехать. Ну, где-то еще одну остановку сделаю там и все. Вот он. Место моря у него. Вот. Ну, в принципе, все. Давайте. До новых видео, до новых встреч. Новым зрителям спасибо, что подписались. Будет дальше еще интереснее, конечно. Сейчас уже дело идет к весне, будет и рыбалка. Рыбалка на жерлицу и обычная рыбалка на ельцов. Так что все еще впереди. Много интересного. Все, давайте. Спасибо, что поддержали лайком и подпиской. До новых встреч. Пока. Буксую, ребят. Заколебался уже, честное слово. Вот бураница, такой косогор. Скинула, бля, и все. Орет, не едет нахрен. Сейчас под лыжами все выкопал. Здесь выкопал. Основная вот задница, когда висит, блядь, на чем-то. А здесь на чем это старая бураница. Задница и лыжи. Гусеница вот так крутится, нахуй, не едет. Лыжи освободил. Нахуй. Эту сторону тоже. Вот так, ребят. Поймет только тот, кто имеет буран. Все остальные, у них все как-то получается. Вот странно как-то. Ай, забурился капитально. Честное слово. Не хочет ни туда, ни сюда. Сейчас еще вот здесь выкопаю. Попробую снова. Да там уже земля скоро будет. Хрен сдвинешь с места. Тяжелый, зараза. И все, вот такой косогор, бля, идет. Все вроде свободно уже. Там земля. Если сейчас не поедет, оставлю. Нахрен. Пусть кто хочет, забирает. Бляха-муха. Честное слово. Тяжелее техники нету. Так, это чтобы не забыть. Руль свободный. Все, блядь. Сейчас поедет, наверное. Скользко. Тянет направо еще, хоть убей. Задолбало уже.
каша. Полжизни уже отдал, блядь, этому бурану. О, блядь. Капец. Там крупа снизу. И вот так крутится же. Каша, блядь. Каша манная. Фу. Вон она какая, блядь. Ну хоть выехал. Да, Павел? Потерпи, немножко осталось. Так. Так, ладно. Потом сейчас ставлю. Вот так, ладно. Покатаюсь на этом, на толкаче, посмотрю, как себя покажет. Фу. Легче будет ездить на нем или нет? Эта зараза такая тяжелая. Как это? Все, не все, еще, ребят. Приключения продолжаются. Два катка опять перевернула. Неудобно. Вот из-за чего там направо меня потянуло. Гусеница ослабилась или что, он, блядь, переворачивается. Именно сразу два. Фу. Вот поэтому направо меня потянуло и забуксовало. Не могу удержать. Надо проверить гусеницу. Она растянулась. Ну вот, теперь все. До новых встреч.